Ассаламу алейкум всем. Добро пожаловать на моем YouTube канале. Очередная торговая сессия от меня для вас. Сегодня у нас суббота. Как мы знаем, все валютные пары будут работать OTC активы. И на них мы собираемся делать 10% к своему депозиту. И по ходу сделок я вам объясню, почему заходил на понижение или повышение цены. А также, ребята, у меня есть телеграм-канал, где абсолютно бесплатно я провожу прямые трансляции, где с подписчиками мы зарабатываем деньги как бы вместе. Ссылку оставлю под этим видео. Можете переходить, подписаться и смотреть мои результаты. Так что погнали. Постараемся заработать 10%. И да, абсолютно видосы мои без монтажа входят. Я не умею монтажи делать, поэтому без монтажа. Минусы, плюсы, все тут будет. Так что посмотрим, что к чему. Тут, как мы видим, валютная пара КЧФ. Можно зайти 1 минута на понижение. И сейчас я вам объясню, почему заходил на понижение. Как мы видим, тут у нас есть уровень сопротивления от данной области. Можно зайти 1 минута на понижение цены. Но цена обновил. А в этот раз, как мы видим, перед последней свечой не обновился на уровень сопротивления наш. А первая сделка у нас остается 30 секунд. Потом будем искать вторую сделку, третий и четвертый сделок. 10% мы будем зарабатывать. Вот как мы видим, ни одной сделки не было у меня. И это у меня первая сделка. Так что начинаем. Отсюда можно 1 минуту на повышение цены зайти по идее. Поэтому я снизу зайду 1 минуту на повышение цены. И ждем результат нашего сделка. Первая наша сделка зашла в плюс. Теперь будем искать наш второй сделок. И суть, наверное, всем ясно, да, почему заходил. Ждем, если время не хватит, если цена докатится до данной области, отсюда можно зайти на перекрытие, на повышение цены. Как бы. Если, конечно, у нас времени хватит. А так, я думаю, 1 минута должно хватить. Ждем. Результат свеча заканчивается через 4, 3, 2, 1. И да, мы забрали еще один. Сейчас 3, 2, 1. Еще один плюсовый. Получается, можно еще раз зайти на повышение цены, по идее. И ждем результат нашего торговли на этом валютной паре. Мы после этой сделки просто уходим от данной валютной пары. Это я поставлю на избранный. Тут потому что может быть нижний пробой. 35 секунд остался у нас, да? Ждем. Дальнейший шаг. Ищем другую валютную пару, где можно опять же зайти на сделку. Наша сделка, что происходит там? Пока что плюс. Пока что 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Наша сделка не прошла. Теперь мы заходим на перекрытую сделку. Можно зайти, по идее, на данную валютной паре. И потом искать другой вариант. Евро ГБП. Евро ГБП. Тут $77 на понижение. Данный уровень сопротивления был, из-за этого я заходил на понижение цены. Если пробой будет, ничего страшного. Следующий наш шаг, вот данный коридор. Можно еще раз пробовать на понижение цены. Получается, тут тоже мы на второй догон, да?
Наш первый догон прошел, а вот это второй догон. Тут 1 минута на понижение. И ждем результат нашего сделки, да? Объем есть, но уровень тоже у нас имеется. Ждем 40 минут, свеча заканчивается через 18 секунд. Если пробитие будет, но наша, получается, сделка не успеет. В начале я уже не помню, сколько у меня на аккаунте было. Но 10%, да, надо заработать. Где-то 8700 или 8900 надо делать, да, по идее. И я зайду сюда на третий свой догон. Все. Получается у нас что тут по итогу 2 неудачных сделок, да? Ждем результат нашего сделка. И потом строим в дальнейшем наши как бы планы. Зашла в плюс. Теперь у нас изначальный депозит. Тут у нас восходящий на 5-секундный, разворотный. И в дальнейшем шаг будем искать другую валютную пару. Тут второй раз мы идем, получается, в сторону наш уровень сопротивления. Откат. Но тут 1 минута на повышение цены, я зайду. И ждем результат нашего сделки. Другой вариант будем искать. Еврочиф, нисходящий канал тренда. По идее можно тут торговаться, но мы должны смотреть, вот эта наша сделка заходит или не заходит, чтобы понять, нам перекрывать или не перекрывать сделку. Ждем. Как мы видим, уровень быстро обновился. Это значит, тут может быть пробой уровня. 5, 4, 3, 2, 1. Наша сделка закрылась в плюс. В дальнейшем наш шаг. Данный область. Ну, не сказать совсем, что идеальный точка входа. Можно зайти на повышение цены. Особенно не советую новичкам заходить вот в ранний вход точка. Лучше подождать определенного, где был разворот или где обновился перед последней свечи. Вот оттуда и торговаться. У нас 18 секунд остался. Цена наша не успеет, по идее. И можно зайти 2 минуты на повышение цены. Второй догон. Третий мой сделок будет вот в данной области. Если цена коснуться данной области, потом я зайду на третий свой сделок.
Так как мы видим, тут резкое понижение. Нисходящий тренд, в общем. И потом вот сейчас мы посмотрим, можем ли обновить данную зону на старший таймфрейм. Посмотрим, что тут было. Тут, да, серьезная уровень поддержки нашей, да? И спад. Ждем. Минута остался, да, у нас? Минута. Если что, третий догон тут надо нам поставить заранее. И на минутном таймфрейме спуститься. Угу. На оповещение. Цел был тот, если пробой будет, просто валютную пару я меняю. Все, больше не буду торговаться на этой, потому что после пробоя ты не знаешь, где развернется рынок. Но там возможно отработать, да, на каждом уровне, но это уже невыгодное положение, да, как бы отрабатывать на каждом уровне, это вообще-то что-то не то. Тут был откат, раз откат получается, и вот тут было накопление, и тут ждем мы 15 секунд. Первая, вторая не зашла, и третий наш сделок 10 секунд остался. 6, 5, 4, ё-моё. 2, 1. Наша сделка прошла, получается. И мы постараемся искать другие варианты дела нашего сделкачев. Посмотрим, что тут было. Ложный пробой и откат, да? Но тут интереснее у нас момент, ребята. Интересный момент в чем? В том, что две свечи, как мы видим, вот тут есть объем на пробое, правильно? Вот перед последней свечой посмотрим. Из-за этого свеча как бы будет откатывать назад, потом обратно на повышение. Каждая свеча выше другого, короче, заканчивается. Вот так. Если график посмотреть, тут под этой линией видим мы восходящий канал. Но если в общем графике взять, тут у нас что? Боковичок. Уровень. А если на минутный таймфрейм посмотрим, там совсем другой разговор будет у нас. Угу. Объем есть. И получается наша сделка не зашла. Правильно? Можно еще 1 минут зайти. И после этого уходит от данной области. Самый лучший вариант. Лучше не стоит. Почему? Потому что цена может докатиться до данной области. И на каждом уровне мы будем потерять свои средства. Это нам абсолютно не нужно. Почему на повышение заходил, да, вы спрашиваете? Потому что, как мы видим, тут был объем. Из-за этого объема я заходил на повышение цены. Если не было вот этого объема, если был бы отсюда тень, я бы не заходил на повышение цены. Я бы наоборот заходил на понижение цены. А когда есть объем, из-за этого я зайду на повышение цены. 6, 4, 3, 2, 1. Перекрытие наше сработало, получается. Теперь изначальный депозит можно ставить и валютную пару менять, как бы, да. JPY OTC, что нам предлагает? Ничего серьезного нету тут. А вот тут уже интересно, JPY. Вот тут уже объем. Против объема торговаться стоит, как думаете? Я думаю, не стоит против объема торговаться. Поэтому лучше
короче, меняем. И да, про лайк и комментарий не забываем. Абсолютно в моем телеграм-канале вы можете получать сигналы. Не как бы сигналы проводятся в прямом трансляции. Не так, чтобы картинку кинут вам и сказать, что 2 минуты на понижение или повышение. Все будет в реальном времени. Можете подходить. На русскоговорящей аудитории такого формата нету. И в основном мы в таджикской аудитории проводим прямые трансляции, и они в лайв время с нами зарабатывают. И я хотел изменить чуть эту игру, и на русскоговорящих людей тоже сделать такой телеграм-канал, где открытый, есть время трансляций, во сколько я провожу их, и чтобы все вместе мы зарабатывали деньги. И также вы можете зайти просто посмотреть мои результаты, и там есть все, что вы должны узнать. Можете зайти еще ссылку на телеграм, где таджикская аудитория, ну, понятное дело, таджикский язык не каждый второй знает, но можете посмотреть результаты, которые я даю. И потом думать, стоит ли работать или не стоит. Ага. Ну, что могу сказать тут, Качев? То, что ожидалось. А чек GPY можно тогда зайти 1 минута на повышение цены. Как бы. И ждем результат. Откат был 1 раз, 2, 3 попытка была. И это у нас 4-я попытка получается. И да. Я не знаю, 10% заработали или не заработали. Вот это наши вчерашние сделки. Получается. Это в общем канале, где я проводил трансляцию. Посмотрим. Первая не зашла, вторая не зашла, а третья у подписчиков зашла. У меня возврат был. Четвертая не зашла, потом 5 подряд плюс получали мы. И сегодняшний, получается, что тут у нас показывает? 484 показывает. Я думаю, тут не обновился, потому что там 11 сделок показывает, да? Раз, два, три, 6, 7, 8, 9. Сейчас, подождите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 сделок. Тут только у нас 13 сделок. Еще 2 сделок, да? Вот обновился еще 1 сделок, еще 2 сделок не обновились. От данной области еще раз зайду на повышение цены. И да, суммарно мы должны зарабатывать 10%. По ходу я зарабатывал эти 10%, но не знаю. Вначале уже забыл, сколько у меня получается начальный депозит был. Ну, суббота чисто зайти, заработать 10%, это нормальная тема же. Обновочка будет у нас или не будет? 14 секунд остался, да, у нас до окончания нашего сделка. 7, 4, 3, 2, 1. Все, погнали. Получили это опять плюсовый. Дальнейший шаг. Давайте я сделаю 1 раз вот так. Посмотрим, обновится ли или не обновится. 14 сделок обновился, 15, 16 остался, да? Ладно, давайте заработаем еще $100 и потом заканчиваем. Как бы евро-рубль ни о чем. А иди цене можно, по идее. Угу. Но мы должны найти точку входа. Точка входа играет ключевую
Ролл. Качев, как мы видим, пробылился. Чев забивай. Я думаю, тут откат будет уже. Поэтому зайду на повышение цены. Тут вариантов больше нет. Обновили уровень поддержки, и теперь откат. На откате будем зарабатывать. Вот это два сделка уже плюс $100 будет. Я думаю, больше, если эти сделки наши проходят сейчас, я думаю, уже больше 10% мы зарабатывали. И на этом торговую сессию заканчиваем. Угу. Неприятно, неприятно, неприятно. 28 секунд остался, 5 минут. И посмотрим, что за свеча у нас. Новая свеча, да? Может обновить данную зону, потом откат. А на это наше время не хватит. Не хватит. Не хватит. Зайти на 2 минуты на повышение. И вот отсюда был откат. Правильно, правильно. Если эта сделка проходит, покроет вот эти мои сделки. И плюсом мы зарабатываем. Угу. Пробитие может быть? Может быть. Почему? Потому что у нас был уровень, откат был к уровню, а вот это новая свеча, да? Может быть объемным, и все на этом пробой данной линии. Ничего страшного. Просто мы уходим от данной валютной пары, ищем другой вариант. Вот может быть я уже заработал свои 10%, да? Но суть в том, что иногда, не всегда, иногда получается вот желание и жадность погубает человека в этом сфере. Тут цел поставил четкий цел взял, даже если ты 5% к своему депозиту сделал, это уже отличный результат. В дальнейшем шаг путь к сливу будет. И надо торговаться так, чтобы по торговому плану все четко было, а не так, чтобы ты заходил. Если у тебя, к примеру, на балансе $100, ты первую сделку открыл на $10. Это так и не работает. Должен учитывать риск и money management, по которым ты будешь торговаться, и иметь торговый план, по которому ты уже зарабатываешь денег, да? Тут что было? Получается, разворотный свеча был на уровне, как мы видим, стопнулся, да? Сейчас может быть вот тут ложная откат, и сейчас пробой будет, и моя сделка опять не проходит. Это к чему ввожу я вас? К тому, что уже догонов очень много будет, можно и потерять средства, как бы. Вот это тоже не зашло. Теперь я зайду на повышение цены. Почему? Потому что уже тут шансов нет, потому что у нас есть уровень, где цена должна быть стремиться пойти. Но сейчас посмотрим результат нашей сделки и поймем, это было верное решение или неверное. Откат к уровню был. Правильно? Вот два свеча откат к уровню, потом от этого отката опять в сторону куда? Повышение цены. Сейчас вы спрашиваете, почему я поставил $819, да, опять? Чтобы риски свои уменьшить, из-за этого я лучше на два сделки буду зарабатывать эти деньги, чем на один догон зайти, да? И тут ошибка моя в том, что было, я заходил не в правильную точку. Мне лучше стоило бы ожидать, потом заходить. Это и вот факты, которые есть тут. Каждый человек ошибается, поэтому мы тоже люди, человеки, которые ошибаемся. Теперь у нас вариантов нет, валютную пару просто менять.
И все. Там ошибка была. Ошибка с моей стороны была. Вот тут 1 минута на повышение цены. По идее, 1 минута это самое маленькое время, которое можно зайти. Таймфрейм 30 секундный. Это уже вообще не то. 1 минута. 1 минута более или менее. Теперь я догон поставил, да, свой. Получается, я закрою вот эти две сделки. После этой две сделки, получается, еще раз мне надо 800 поставить и зарабатывать свои деньги, как бы, да. Если эта сделка не проходит, то получается мы уже в этом, как вам сказать, в яме такую. Почему? Потому что мы заигрались. Очень серьезно заигрались. Теперь я не хочу потерять все, поэтому я делаю вот так. $770. И все, дальнейший шаг, другую валютную пару искать и смотреть, потом зайти на сделку. Мгм. И это моя ошибка была. Естественно, моя ошибка была. Ну, тут можно зайти на понижение цены, как бы. Но дело в том, что может обновочка пойти на повышение вот до данной области, потом откат. Ну ладно, мы если что на полном серьезе заходим. Тут 43 секунды тут остался у нас, да? Главное отработать правильно и входить из данной ситуации в плюс, а не в минус. Наш главный цель вот такой. Угу. Ждем 20 секунд. Уже что-то не то. Мы резко обновили вот это ерунда, которая быстро заигралась. Все, полный депозит. Если что, это видос я вкладываю как и есть. Без никакого этого. И чтобы каждый смотрел, что как можно ошибаться и потерять свои средства. Не так, что ли, показывают ряды плюсы, потом заходите в телеграм-канал, там вообще-то другой информации. Я лучше показываю как есть, как работает. Мне это на душе спокойно, чем вот показывать, как вам объяснить-то, фальшивых результат своих. Жалко, но ничего страшного. Эти средства я по-любому зарабатываю обратно. Главный факт в том, что я, чтобы был честным по отношению к своей аудитории. Первая наша зашла, а вторая $885. Если заходит, это уже отличный результат будет. Вторая зашла. Теперь мы, получается, возвращались, и нам нужно, давайте вот так сделаем, разделим сделки, чтобы дальше на риски не пойти, да? Получается, вот так мы закрыли эту позицию. От данной области можно зайти на повышение цены. Ну, давайте лучше подождем мы окончание свечи, как закроется, потом решим, куда заходить нам. Но я думаю, если дойдет до данной области, можно зайти на понижение сделок еще один раз, по идее. Но мы рано заходили, ничего страшного.
после свечи доджи, короче, рынок уже покупателей и продавцы уровни будут одинаково, цена куда катится, никто не знает. Поэтому в основном, когда я слежу после молота доджи зеленый, будет красная свеча. Но в данном случае уже это наоборот, да? Сейчас обновили максимум, успели обновить, прикиньте. И 10 секунд у нас остался, да? Если гип верхний будет, то наша сделка не заходит. Если нижний гип будет, это вообще шикарно будет. 3, 2, верхний гип. И тут можно. Можно? Можно. Еще раз зайдем на понижение цены, потом все. Главный факт в том, что я должен как бы закрыть, да, в 10% плюс. Я мог просто выйти и получается столько старания у нас бессмысленно было бы. Лучше забрать свой 10% и уходить отсюда. Так, я думаю, лучше будет. И для вас контент. Время не просто так тратил, а реально. Чуть баланс не слили, потом опять вот поднимались. Слава богу, все четко и ясно. Но движение цены мне очень не нравится. Почему? Потому что тут волатильность очень. 1 секунда. Смотрите, как движение цены, да? Это уже меня бесит на 1 секунду. Что можешь делать эта свеча? Все, не прошла. Но ждем. Тут уже непонятно, как торговаться. Серьезно, я не знаю. Пробой будет. Ну, пробой должно быть, но точка входа найти надо нам. Единственный факт в том, что сейчас вот данный коридор как бы опасный коридор, да, цена может обновить данную точку. И наша сделка не заходит, по идее. Но как мы видим, последние это 3 свечи не обновили данную зону. Ждем результат. Угу. Мы катимся, короче, ко дну. Пристегнитесь. Обновочка будет, да, у нас 16. Движение цены меня не радует. Это очень было волнительно. Я вам честно говорю, очень волнительно было. Давайте валютную пару меняем лучше. Почему? Потому что там волатильность это бешеная. Лучше торговаться на другом валютном паре, так легче, я думаю. Но было опасно. Да, согласен. Было очень опасно. Опасно, знаете, в чем? Я не любитель поражений. Вот почти 6 месяцев. Мой рекорд был в телеграм-канале, где я 6 месяцев без единого минуса закрыл все свои торговые сессии в плюс. Потом, после 6 месяцев, только один неудачный эфир был у нас. И после этого эфира еще вот, слава богу, 3 месяца или 4 месяца подряд одни и то же плюса. Идем, 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 идем. Это меня радует. Поражение я не воспринимаю. Поэтому, кому нужно четкие сигналы, приходите в телеграм-канал, и там со мной можете обсудить вопросы и торговаться, и все. И там есть комьюнити, где вы можете задавать свои вопросы, и ответят. Сделки, не сделки, как заработать, не заработать.
каким правилам придерживаться. Тут, получается, можно зайти на повышение цены. Сейчас я логику объясню. Как мы видим, тут была данной точкой сопротивления и данной локации уже уровень поддержки, да, как бы. А данной области, как мы видим, было откат свечи, да, на 5-минутном таймфрейме. По идее, мы должны разворачиваться отсюда. Но суть в том, что уровень у нас не слабый, а нормальный уровень. Но посмотрим, это уровень пробьется или нет. Но время не хватит у нас. Получается, время у нас не хватит. Почему? Потому что у нас 20 секунд остался. И да, время у нас не хватит. Давайте лучше я не посмотрю на это и другой вариант ищу себе. KGPY. Ну, тут что делать? Тут вот это данный максимум штат надо. Еще чуть-чуть. И вот так можно зайти. По идее. О-о. Есть еще один область, да? Но уверенный свеча. Если без тени будет, следующая свеча у нас вверх пойдет. Если свеча без тени закроется, следующая свеча 100% вверх должно выйти. Без тени же, да? Да. На 2 минуты лучше мне надо стоит зайти. Угу. По идее тут марбоз уже. А, не, есть тень. Откат к уровню, можно из отката зайти на повышение цены, по идее. Но лучше ждать, как заканчивается эта свеча. Потом принимать решение. Но по идее у нас хорошая точка. Ну вот уровень есть, сопротивление наше. Посмотрим, как и что будет. Уже голова болит у меня. Много уже торговались. И да, тут, понятное дело, есть объем. Но есть уровень и также. Он может зайти, снимать вот этот уровень. И потом спуститься, по идее. Такой вариант событий может быть, конечно, может быть. Просто нас снимает, и все. Дальнейший шаг это обновочка будет, и назад откатнется цена. Тут без шансов. Откат должно быть. Ждем. Наша сделка зашла. Да. И тут уже с ума сходит. Пакет, в общем, показывает, что я в минусе, но я не в минусе, я в плюсе, правильно? Давайте постараемся найти валютную пару, где забираем гарантированный свой плюс и на этом закрыться, а то у меня уже башка болит. Тут можно на повышение сделки зайти по идее, но зачем я 2 раза нажал, вот этого сам не пойму. Ладно, ничего страшного. Но это страшно будет тогда, когда, если эта сделка не проходит, опять у нас будет догон. Вот в этом моменте будет, да, я не особо люблю вот эти догоны, перекрытия. Ну да, мы обновили данную зону. Теперь надо обновочка верхней же. Логика. Мы же по тренду должны работать по идее, но
Тут нам подсказывают что-то такое. 30 секунд остался. Обновочка нижнего будет или возврат хотя бы сделай. Все, ребята, на этом все. Уже у меня голова болит, как мы видим. Был такой результат у нас. И главный цель наш было 10%. Я думаю, уже больше 10% зарабатывали. От вас только под этим видосом поставить лайк и писать свое мнение в комментарии. А также я оставлю ссылку на свой русскоязычный телеграм-канал, где вы можете зайти, подписаться и торговаться с нами. Всем удачи и хорошего дня.